Наш эфир продолжает новости. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Завершила работу в Алекминском районе правительственная группа под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова. Какие решения приняты? На территории Нюрбинского района проводят операцию «Мотоцикл». Сколько мотосредств отправлено на штрафстоянку? Сезон сладкой ягоды открыт. В Якутске стартовали продажи арбузов. Почем нынче одно из главных летних угощений. Завершила работу в Алекминском районе правительственная группа под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова. Перед КЧС выезжали на строящиеся объекты. Также проверили ход работ на дорогах района, в том числе на дороге УМНАС. На выездном КЧС присутствовали руководители организаций, ведомств Алекминского района, а также весь состав прибывшей группы. Озвучена информация о пожарах. Не менее актуален вопрос о пострадавших гражданах и поврежденных объектах. Сегодня Алекминский район, к сожалению, является один из тех районов, у которых пожары больше всех. И сегодня мы в рамках работы федерального инспектора обозначили и показали масштабы трагедии. И сегодня Евгений Владимирович Корнеев, главный федеральный инспектор по республике, он посмотрел и, конечно, заверил о той работе и о тех планах, которые сегодня у нас есть в повестке дня. И, конечно, мы внимание уделяем и надеемся, что, как говорится, если прогнозы, которые у нас сегодня намечены в рамках доклада по Алекминскому району, по линии гидрометслужбы, подтвердятся, то в начале августа мы ожидаем большие осадки на территории Алекминского района. И, конечно, очень надеемся, что эти осадки помогут нашим лесопожарным силам. Ну а в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья за 2 года реабилитацию прошли 303 родственников участников спецоперации. Из них 186 детей. На 9-м по счету заезде в медучреждение восстановление проходят 9 взрослых и 11 детей. При поступлении в центр проводится комплексная диагностика здоровья. Для членов семей предлагают педагогические, медицинские и соцуслуги. Реабилитантам проводят арт-терапию с посещением темной сенсорной комнаты, а также песочную терапию. Взрослые у нас получают гидрованны, ЛФК, массажные кресла, фиточай и все остальное. И также с ними проводится работа с психологом. Это переживание страха, переживание тревоги, к сожалению, иногда потери. И также делается юридическая консультация. В Амге идет строительство поликлиники на 200 посещений в смену по нацпроекту здравоохранения. Все работы идут по плану, укладывают стены первого этажа. К сентябрю строители намерены закончить короб здания и запустить тепло. А полностью строительство планируют завершить в конце 2025 года. Новое каменное здание поликлиники будет трехэтажным с обновленным оборудованием и медтехникой. Администрация больницы планирует оснащение всем необходимым для лечения и исследований. В сентябре планируют завести тепло, и зимой будет работать внутренняя отделочная работа. Там стены, перегородки будут ставить. И в следующем году, сейчас вот уточняется финансирование по медицинскому оборудованию. И в конце года, в начале года уже, скорее всего, медицинское оборудование начнут поступать по аукциону. 2 десятка мотоциклистов попались без водительских прав на дорогах Мирнинского района. Подробности нарушений у наших коллег. 24 мотоцикла попались инспекторам ГАИ без водительских прав с начала 2024 года. 5 были под шофе, 2 из них нарушили закон повторно. С 17 июля в республике усилили контроль за водителями мототехники. В рамках операции «Мотоцикл» экипажи ДПС подстерегают скутеристов и мотобайкеров в рандомных местах. За неделю задержали еще несколько нарушителей. Были выявлены 4 нарушителя, которые передвигались на мотоциклах, не имея права управления транспортными средствами, и 1 нетрезвый водитель. Кроме того, выявлен ряд иных, менее грубых нарушений ПДД, таких как управление мототранспортом незарегистрированном в установленном порядке, без шлема, без государственных регистрационных знаков.
В этом году в Мирнинском районе произошло 2 ДТП с участием мототранспорта. В Удачном несовершеннолетний скутерист выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После аварии молодого человека отправили в реанимацию. А в Мирном автомобилист не уступил дорогу нетрезвому водителю электровелосипеда. В обоих ДТП у водителей двухколесного транспорта не было прав. Сотрудники ГАИ напоминают, транспорт, который по техническим параметрам схож с мопедами, весит больше 35 килограммов и разгоняется быстрее 25 километров в час, обязан ездить по автодороге и соблюдать ПДД. Чтобы им управлять, нужны права категории М. На территории Нюрбинского района также взялись за мотоциклистов. Там проводят операцию «Мотоцикл». Мероприятие направлено на предупреждение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. С начала мотосезона в районе произошло одно ДТП с участием мотоциклиста, в котором водитель транспортного средства погиб. Особое внимание инспекторы уделяют пресечению нарушений правил дорожного движения, в том числе управлению в состоянии опьянения без водительских и регистрационных документов, без мотошлема, технически неисправным, незарегистрированным в установленном порядке транспортом. На спецстоянку уже помещено 39 мотоциклов. В последнее время участились факты дорожно-транспортных происшествий с участием водителей двухколесного транспорта. Особенно водителями являются лица, не достигшие совершеннолетнего возраста. Совместно с участковыми уполномоченными полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия под селами Нюрбинского района. Согласно утвержденного плана и внутреннего приказа отделения Министерства внутренних дел по Нюрбинскому району. Всего с начала мотосезона привлечено 36 граждан, не имеющих права управления мототранспортными средствами. Всего сотрудниками полиции составлено 42 административных материала по статьям 12 главы Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Осторожно, мошенники! В Хангаласском Улусе тоже проходит профилактическая акция. Полицейские выходят на улицы, посещают общественные места и учреждения, где раздают информационные листовки и ведут активный диалог с гражданами. В один из таких рейдов выехала и наш корреспондент Виолетта Засимова. С начала года мошенники похитили у жителей Хангаласского Улуса более 8 миллионов рублей. Люди, доверившись аферистам, передавали свои личные данные и средства под предлогом предотвращения мошеннических действий или получения кредитов на выгодных условиях. Правоохранительные органы активно работают над раскрытием этих преступлений и проводят профилактические мероприятия. Например, сегодня в центре Покровска сотрудники полиции раздавали памятки, на которых подробно описаны различные схемы обмана. В ходе акции стражи порядка услышали историю жительницы села Качекацы, которая едва не стала жертвой мошенников. Ей позвонил якобы сотрудник ФСБ и попытался выманить деньги. Женщину спасло то, что в ее населенном пункте не оказалось банкомата, а также своевременная реакция дочери. И в итоге дочь с работы ко мне зашла, я ей тихо-тихо, сама тут работаю, и что такое? Она говорит: мама, это же мошенники, ты что? Ну, и я отключилась, он мне опять звонит: вы почему трубку бросаете? Дочь взяла и сказала: не звоните больше сюда. Вот так. Акция «Осторожно, мошенники» также охватила водителей. При въезде в Покровск была организована выдача информационных листовок. Заодно провели опрос, как граждане защищают себя от телефонных аферистов. Ну что, какой совет? Не поднимать незнакомые номера с других регионов. Если что-то подозрительное, то, конечно же, не нужно сообщать никаких личных данных, никакие смс-ки, пароли, личные данные. Вот и все. Ну, когда мне звонят незнакомые номера, я просто не беру телефон, либо сбрасываю, либо поднимаю, начинаю слышать, что там какой-то незнакомый голос, и сбрасываю сразу. Если кто-нибудь что-нибудь предлагает, всегда надо говорить: надо идти, завтра пойду или куда-нибудь в Сбербанк, сам разберусь, куда они хотят. Госуслуги, сам пойду, разберусь, а не по телефону. По телефону не надо разговаривать. Безусловно, в последние годы финансовая грамотность якутян возросла, однако мошенники не дремлют и придумывают все более изощренные схемы обмана. В последнее время участились взломы аккаунта госуслуг. Мошенники звонят под видом сотрудников правоохранительных органов, пенсионного фонда, а также операторов сотовой связи. И просят назвать код, пришедший по СМС-сообщению. Тем самым они получают полный доступ к госуслугам.
В заключение важно помнить, что основная защита от мошенников – это осведомленность и бдительность. Будьте внимательны к подозрительным звонкам и сообщениям, делитесь информацией с близкими. Совместными усилиями можно противостоять мошенничеству и повысить безопасность общества. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Сезон сладкой ягоды открыт. В Якутске стартовали продажи арбузов. Почем нынче одно из главных летних угощений и как правильно выбрать самый сладкий и спелый арбуз, знает Петр Васильев. Самый настоящий полосатый ажиотаж на прилавках крестьянского рынка в самом разгаре сезона арбузов. География их более чем обширная. Есть и всеми знакомые казахстанские и узбекские арбузы, есть и новинки – арбузы дагестанские. Спор о том, что же все-таки есть такой арбуз, фрукт или ягода, стар как мир. Одно известно точно – арбуз – культура бахчевая, зреет она лежа на земле. И на том самом месте, где арбуз соприкасается с землей, образуется такое небольшое круглое желтое пятно, которое ласково называют щечка. Именно по этой щечке можно, кстати, тоже определить, насколько спел арбуз. Вот смотрите, такая щечка должна быть небольшой по размеру и желтого цвета. Это значит, что внутри фрукт спелый и, самое главное, сладкий. Для многих выбор арбуза своего рода лотерея. Соответственно, и методы для определения спелости используют самые разные. Арбузы вращают, поднимают, сжимают. Однако специалисты говорят, что есть всего один самый верный способ определить зрелость арбуза. Постучить и по звонку. На всех арбузах есть желтое пятнышко, потому что они же, когда вот эти стороны, они на земле лежат, поэтому желтое пятно. А так позвонче, вот. Смотрите, уже дагестанские арбузы поступили. Вот эти светлые – это узбекские. Агрономы, в свою очередь, говорят, что арбуз нужно знать в лицо. В процессе созревания его корочка становится более матовой, а его спелости, говорят, его яркие и четкие полосы. Именно такие плоды, по словам овощеводов, и стоит забирать с прилавков. Что касается цен на этих самых прилавках, то арбузы родом из Дагестана можно приобрести за 80-90 рублей за килограмм. Казахские арбузы обойдутся в 120-135 рублей за килограмм в зависимости от продавца. Цены на узбекские арбузы начинаются от 90 рублей. Арбузов, выращенных в Якутии, на рынке пока нет. Не сезон, отмечают продавцы. Фермерские хозяйства выращивают их в пригородах столицы и начнут свои поставки ближе к середине августа. Каждый год голландские сорта новые завозим и как бы до сих пор экспериментируем. У них постоянно селекция меняется, поэтому каждый год новые, все раньше и раньше есть сорта, которые получаются. Эксперты, кстати, не советуют покупать разрезанный арбуз или просить отрезать от целого кусочек, чтобы попробовать. Бактерии с непомытой кожуры арбуза вполне спокойно могут попасть на мякоть. Лучше воспользоваться советами, выбрать понравившийся арбуз на рынке целиком и полностью насладиться его вкусом уже дома или на природе. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. К текущему часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.